Прорубь 3 на 5 метров стала самой большой в истории сыктывкарского клуба «Моржей». И это не первый рекорд нового сезона. Здесь планируют привлечь в ряды любителей зимних купаний как можно больше сыктывкарцев. Впрочем, клуб уже вышел за пределы привычного городского союза. Среди активистов – жители и других районов республики. Виктория Палкина встретилась с теми, кто всегда в тонусе. На ваш вопрос, какой должна быть прорубь, не могу сказать. Из любой проруби хочется побыстрее вылазить. Вот ее долбишь, а туда залез и обратно хочется. На подготовку небольшого угла для купания уходит минут 30. Лед за последние дни сильно схватился, говорят сыктывкарские любители зимних заплывов. В ход идут лом и специальные лопаты. И это только на пользу. Зарядка перед погружением не повредит. Но делают это прежде всего для безопасности. Нужно знать вот это дно, что там под ногами. Когда ты его не знаешь, тебе туда страшно залезать, и ты некомфортно себя психологически чувствуешь. Это очень мешает расслабиться телу, и ты не получаешь удовольствия. Место для купания сыктывкарские моржи выбрали много лет назад. Здесь и дно проверенное, и берег уже обжили. Вот такую избушку строят каждый раз после того, как уйдет большая вода. Без проекта, из подручных средств помещение для обогрева в этом году соорудили за месяц. Внутри все скромно. Стол, место, где можно переодеться и, самое главное, печь. Сегодня в роли печника новичок клуба Дмитрий Антонишин. Сыктывкарец стал моржом случайно. Просто решил попробовать и затянуло. Приехал, был удивлен, конечно, здесь вот так оборудовано для людей, как бы все комфортно. Да, искупался, сюда зашел, погрелся, все комфортно, чай попил, приятно. И после этого неохота отсюда бежать, охота еще раз пойти искупаться, еще попробовать. Перед погружением разминка. Шпагат на снегу от артиста театра оперы и балета Василия Куратова. Охотника Аксора из известного балета «Ягморт» без грима и не узнать. Возраст и профессия в этой среде значения не имеют. Здесь юристы, врачи, портнихи, энергетики, бизнесмены, полицейские, пенсионеры. Главное, что все они хотят быть в тонусе. Раз, два, три, четыре. Можно первую позицию встать, да? Раз, два, три, четыре. В воде проводят не больше 5 минут. Ныряют, дышат свежим воздухом, одним словом, оздоравливаются. После погружения небольшая пробежка, босиком по снегу. Такая традиция у Александра Даньшова из города Микунь. В Сыктывкар он приезжает именно ради проруби и зимних заплывов. В родном Усть-Илимском районе клуба моржей нет. Можно было бы организоваться, но на самом деле содержание проруби все равно требует какого-то ежедневного подхода. Постоянно подходить, долбить эту прорубь, чтобы она не застывала. Еще одно погружение и греться. В хорошей компании час пролетает незаметно. Сегодня в клубе моржей около полусотни человек. Самому младшему 9, старшему далеко за 70. Многие сюда приходят не только за экстремальными ощущениями, а прежде всего за здоровьем. Мы не знаем дорогу в поликлинику. То есть даже если что-то и было когда-то, вот я 6-й сезон моржую, напрочь все болезни, я не знаю, что такое доктор ни по одному заболеванию. То есть никаких ни хронических, ни простудных, ничего абсолютно. Пока одни купаются, другие не забывают про техническое обслуживание самой проруби. Лед настолько плотный, что справиться можно только бензопилой. Подготовить место для массового купания нужно к воскресенью. Именно в последний день недели любители таких заплывов живут под девизом «Закаленный сыктывкарец, здоровый сыктывкарец». Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.